Ну и кого мы не обсуждали, это Киргизию. В Киргизии, я вам напомню, произошла третья революция за 15 лет. Там протестующие не согласились с результатами выборов и в итоге снесли нафиг власть очень быстро, заставили ЦИК признать выборы недействительными, объявили досрочные. Да. Через 10 дней после начала кризиса президент подал в отставку. И новым президентом стал Садыр Жапаров, который еще недавно сидел в тюрьме по обвинению в захвате заложников. Это при том, что у Жапарова неоднозначная политическая репутация. Еще во времена его деяний до тюремного заключения он считался популистом, националистом крайним, ну и еще его подозревали в коррупции. А так вообще нормальный парень. Но самая главная нелепость это в отношении украинской власти, да и парохоботов просто к тому, что произошло в Киргизии. Ну, подавляющее большинство населения этого не заметило, потому что мы великая аграрная страна первого мира, а же мы будем обращать внимание, понимаешь, там на кого-то, да, я, конечно же, шучу. На самом деле обратили внимание вот всякие, отбитые, в том числе и из нынешней власти тоже, потому что нынешняя власть это те же самые модифицированные парохоботы. И вот они начали заявлять о торжестве демократии, сказали, что нам есть даже чему поучиться у киргизов. Можно поучиться, вот те принесли в жертву лошадь, там, к примеру, под парламентом, а на Майдане у нас только свиней разводили. Поэтому да, с другой стороны, белорусские оппозиционеры с завистью явно посмотрели на своих киргизских коллег, потому что вот как надо сносить власть за один день. Мы не уточняем, чем они там занимались, когда захватили определенные админздания, потому что это все есть в соцсетях, мы не об этом хотим поговорить. Все наши патриоты даже не вникали, а кто в этой стране вообще пророссийский, а кто нет, кто условный Сорос. Я должен сказать, что условным Соросом здесь является некая Сооронкулова, которая набрала 1% на выборах, прям как рейтинг Голоса. Но кто же все-таки пророссийский? Потому что, вы вдумайтесь, а вдруг мы будем им руку пожимать, а они до этого руку Путину пожимали. К примеру, да, давайте разберемся. Многие наши патриоты следили за голосованием за поправки. Почему они следили? Потому что Путин оккупант. Киргизия пока ничего Украины не оккупировала, да, поэтому никто не следил за конституционным референдумом. А очень зря. Вообще должен сказать, что в этой полностью разобщенной стране референдумы не редкость. К примеру, это 11-й за 30 лет референдум. 9 из референдумов, которые произошли за последние 30 лет, 9 из 11 конституционные. В 2010 году на референдуме утвердили новую конституцию, которая не позволила бы президенту приватизировать страну. В частности, было разрешено президентом становиться только на один срок, пускай и на 6 лет, но это не помешало новому президенту Алмазбеку Атамбаеву в 2011 году, злоупотребляя властью, расставлять своих водителей и охранников на все ключевые должности. При его преемнике Жээнбетове Атамбаева приходили арестовывать даже к нему домой, а он как Тони Монтана отстреливался даже. Это веселая там жизнь. Вышедший из тюрьмы Садыр Жапаров, занявший место Жээнбекова, решил официально замкнуть на себе власть. Мол, для наведения порядка в стране нужна сильная рука. Это очень сильно похоже на то, что пытается сейчас втулить Владимир Зеленский. Да? Но он инициировал новый референдум. И на этот референдум были вынесены вопросы, которые наделяли его, вообще на этом референдуме он решил наделить себя просто потрясающими полномочиями, можно даже сказать, вполне себе диктаторскими. Итак, что там были за поправки? В Конституцию переписали преамбулу. Она называет в качестве опоры общества не такие демократические понятия, как верховенство права, а традиции, опыт предков, общечеловеческие и моральные ценности, семью, религию и обычаи. Это не то чтобы плохо, просто обычно вот такими размытыми понятиями и моральными ценностями прикрываются люди как раз таки вполне себе аморальные. Киргизский парламент предлагается сократить со 120 до 90 депутатов. Это то, чему будут радоваться в Украине, если Зеленский вынесет. Что там, сократите, все будут говорить, да, это классно.
боясь просто сказать избирателю, что это нифига не классно. Это сокращение представительства народа в Верховной Раде. При этом предусмотрено, что появляется новый совещательный и наблюдательный орган Курултай. Называется по инициативе президента. Да? Что из этого может получиться? Вы помните того ушлепка из наблюдательного совета при Минюсте Украины, который заявлял, что когда Шарий выплачивал вознаграждение, то он платил их в рублях. Ну, потому что через Яндекс деньги. А если в рублях, то значит он работает на Россию. Значит, надо запретить партию Шария. Плюс-минус вот то же самое будет и здесь. Вы помните все эти кучу советов, которые создаются Ермаком и которые переливают из пустого в порожнее. Да давайте мы вспомним. Главный совещательный и рекомендательный орган – это СНБО, который, конечно, который ни в коем случае не имеет права выносить такие решения, которые он выносит. Тем не менее, он их выносит. По новой киргизской конституции глава государства уже не один раз может исполнять свои обязанности, а 2 раза по 5 лет. А также он назначает и увольняет других министров, как это делал Янукович по своей конституции. При этом некоторые функции премьера Киргизии получает глава администрации президента. А общественные активисты, всякие правозащитные организации мировые уже увидели в этом разрушение системы сдержек и противовесов, риски для прав человека. И в частности, вот в новой конституции будут ограничены права на свободу мирных собраний и выражения мнения. И за все это проект уже получил название «Конституция». Ну потому что президента действующего сравнивают с ханом. Как у нас Зеленского с царем. Вообще, очень много аналогий вы не находите? Очень много. И вот итог. Играют барабаны, бубны, звенят. По итогам голосования 79% согласились с содержимым бюллетеней. Референдум признан состоявшимся, хотя явка составила только 35%. Тут что интересно, в 2010 году, когда состоялся референдум по урезанию президентских полномочий, то на выборы явилось 72% избирателей, да, и они проголосовали более чем 90% за то, чтобы как раз урезать эти полномочия. А тут так скромненько, тем не менее, все признан состоявшимся. Но к чему это все нам? Зачем? Фишка в том, что мы знаем, Владимир Александрович Зеленский умеет называть вещи именами, но коими это не является. К примеру, там тупой, беспредельный, без решения суда отжим имущества он называет восстановлением справедливости, к примеру. А еще до президентских выборов Зеленский пиарил народовластие, стащив бренд у партии Шария. Мы-то всегда воспринимали его идею как референдум и как возвращение прямой демократии. И как раз на днях он подписал закон о всеукраинском референдуме. Но надо понимать, чем это является на самом деле. Внезапно украинская власть в лице офиса президента Зеленского обратит свое внимание как раз на киргизский опыт. Они могут принять какие угодно решения, да? Назначать министров может Зеленский в обход Рады, сажать решением СНБО. Будут вам говорить, там всякие политологи, там чушь всякая, типа Быковых каких-то, будут ходить и рассказывать, что если президент не станет законом, мы так и останемся в беззаконии, ну и так далее. Внимательно следите за теми месседжами, которые будут звучать вокруг вот этих вот референдумов в самое ближайшее время. Я боюсь, но мне кажется, что мы окажемся правы. И Зеленский путем референдумов хочет катастрофически для страны расширить свои полномочия.